Житель села Садовое Сокулукского района Хайтбай Кахаров на протяжении 20 лет выращивает кукурузу. Многодетный отец, чтобы прокормить свою семью, ежегодно арендует 3 гектара земли, где сеет данный вид культуры. Однако сейчас он обеспокоен тем, что в этом году он может обанкротиться. Все дело в том, что с самого начала полевых работ жители данной местности страдают от нехватки поливной воды. В этом году я посеял кукурузу на 3 гектара земли. С начала полевых работ мы ни разу не поливали, хотя в это время мы должны были полить уже по 2-му разу. Нам нужно кормить семьи. У меня 7 детей. Если так продолжится, то мы обанкротимся. Я вложил 100 тысяч сомов. Еще несколько дней, и считайте, что мы зря все это время работали на поле. Осенью мы не получим урожай. Я хочу попросить помощи у чиновников. Мы уже не знаем, куда обращаться. Всего в селе Садовое есть 1500 гектаров поля, где в основном выращивается кукуруза, капуста, а также болгарский перец. Из этого всего участка фермеры полили меньше 1% земли. По их словам, для того, чтобы получить хороший урожай осенью, им необходим 1 куб и 200 литров поливной воды в сутки. Я разговаривал с начальником участка 20 дней назад по первым декадам. По коэффициентным площади Маломединского района площадь 7600 гектар, а в Сокулукском районе 13600 гектар. На тот период по первым декадам они брали 8 кубов воды, а Сокулукский район брал 6 кубов воды. Я выходил на начальника участка, добивались, начальник участка об этом же говорил, но ничего не изменялось. Итого случилась вот такая страшная беда у нас. Люди неоднократно обращались в соответствующие органы, однако все безрезультатно. По словам депутатов местного Кенеша, чиновники несправедливо распределяют поливную воду среди районов Чуйской области. К примеру, в Аламединском районе имеется 7000 гектаров поля. Им выделяется больше поливной воды, чем фермерам Сокулукского района, где площадь орошаемых земель составляет в 2 раза больше – 14 тысяч гектаров. Проблема не решается на протяжении долгого времени. Мы уже не знаем, куда обращаться. Чиновники неправильно распределяют поливную воду. У других районов площадь земли меньше, но им выделяется больше воды, чем нам. Так как мы самые последние, кто получает поливную воду, нам меньше всех достается. Другие села и районы слишком много воды берут. Никто за этим не следит, хотя за воду мы выплачиваем такую же сумму, как и они. Депутат местного Кенеша рассказывает, что на сегодняшний день это единственный источник дохода многих жителей Сокулукского района. Потому, если фермеры осенью не получат урожай, то жить им будет просто не на что. Отметим, в Нижнечуйском Айлук-Муту проживает 7000 человек. Бегимат Жаныбекова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.